Я думаю, грим должен соответствовать жанру спектакля и тому, где это происходит. Это в селе, там наверняка никогда не красились. И тем более я играю женщину, которая потеряла 7 сыновей. Минимум макияжа, простая прическа и одежда, последние приготовления. Еще полчаса, и Жанна Габуева отправится на сцену. В этом спектакле нет затейливых нарядов и причудливых декораций. Действие происходит в обычной осетинской семье во время Великой Отечественной войны. Горе, пришедшее в один из домов в маленьком селении Дзуарикау, стало национальной бедой. Это наша история. Это история, которую нельзя забывать. И мне кажется, что есть поколение людей, которые видят только сегодняшний день, а для того, чтобы говорить о будущем, нельзя ни в коем случае забывать прошлое. А прошлое у нас связано с сильными людьми, с этой семьей. В лице этой семьи, история этой семьи показывает боль нашего народа, всего Советского Союза. Трагичную историю 7 братьев Газдановых в Осетии знают все. Самоотверженный подвиг героев навсегда увековечен в памяти народа и в монументе в селении Дзуарикау, где белые журавли, устремившиеся в небо, олицетворяют каждого из них. Я играю роль Махамата. Это старший брат, который был простым крестьянином. Не умея воевать, когда война началась, он сразу же сказал: я иду на войну. Насчет своей роли, что я могу сказать? Это человек, по-настоящему герой, по-настоящему настоящий воин, настоящий патриот своей страны, своего народа. В новой постановке актеров Остинского театра главная роль отведена матери погибших солдат Тасо Ваниевой. Именно она – центральная фигура драмы. Сценарий не повторяет реальную историю жизни женщины, которая не стала после 3-й похоронки, но захватывает зрителя с первой минуты и держит до последнего звонка, заставляя вместе с Тасо почувствовать и радость материнства, и горечь каждой утраты. Премьеру Газдановых, представленную в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Вахтангов. Путь домой», зрители ждали с нетерпением. История семьи Газдановых откликнулась в сердце каждого, кто наблюдал из зрительного зала за драмой, развернувшейся на сцене. На самом деле, я думаю, для республики вообще давно назрел этот проект в качестве спектакля в данном случае. Подруга пригласила, я, конечно же, не могла отказать. Я бы пришла и самостоятельно, просто билеты было не достать уже чуть ли не в первый день продаж. Потому что для Осетии это очень дорогая, близкая сердцу история. Это история не только касающаяся каждого дома, Остинского дома, но это история, которая напрямую связана с героизмом остинского народа, который внес, мне кажется, очень такую жирную лепту, жирный вклад в общую победу, которую одержали. Название спектакля говорит само за себя. Газдановы – это большая трагедия, общая трагедия не только, скажем, одного села или одной фамилии. Это национальная трагедия, которая до сих пор, несмотря на то, что прошло много лет, отзывается большой болью в сердце. Новый спектакль пополнил копилку Золотого фонда Североостинского академического театра. В будущем году его представят и в других городах России. Елена Смирнова, Михаил Безуглов, Хета Колбегов, 15 регион.